Слово предоставляется представителю Министерства внутренних дел Нурматову Откурбеку Джунусовичу. Здравствуйте. Уважаемые судьи Конституционного суда. Чуть громче. Уважаемые судьи Конституционного суда, я поддерживаю представителя Джорджа Кенгаша Кыргызской Республики. Разрешите. Гражданство — это не просто формальность, а связь между человеком и государством, которая предполагает определенную лояльность. Если человек добровольно действует против интересов страны или служит другому государству, возникает конфликт лояльности. В таком случае сохранение гражданства становится необоснованным. Также важно, что эта норма касается не всех граждан, а только тех, кто получил гражданство не по рождению, а позже. Такие лица сами приняли решение стать гражданами Кыргызской Республики и тем самым взяли на себя определенные обязательства, поэтому государство вправе устанавливать для них дополнительные условия, в том числе и основания для утраты гражданства, если эти обязательства нарушаются. При этом норма направлена на защиту национальной безопасности, что прямо допускается Конституцией. Государство имеет право принимать такие меры, если они необходимы для защиты страны. Здесь речь идет как раз о таких исключительных случаях. Оспариваемая норма по своей юридической природе не предусматривает лишение гражданства в конституционно-правовом смысле, а устанавливает правовые последствия в виде утраты гражданства, наступающей при наличии объективно установленных обстоятельств, свидетельствующих о прекращении устойчивой политико-правовой связи лица с государством. В отличие от лишения гражданства, утрата гражданства в данном случае обусловлена поведением самого лица, выражающимся в добровольном выступлении на службу в вооруженные силы, правоохранительные органы или специальные службы иностранного государства, либо в осуществлении деятельности, представляющей угрозу национальной безопасности Кыргызской Республики. Такое поведение объективно свидетельствует о возникновении конфликта и несовместимо со статусом гражданина Кыргызской Республики, что позволяет рассматривать прекращение гражданства как юридически фиксированные утраты соответствующей правовой связи, а не как меру наказания. В этой связи указанная норма не подпадает под запрет, установленный частью 2 статьи 51 Конституции Кыргызской Республики. Положение части 1 статьи 23 Конституции Кыргызской Республики также не нарушается, поскольку гражданство не относится к числу неотчуждаемых прав человека, принадлежащих каждому от рождения, а представляет собой особый публично-правовой статус, основанный на взаимных правах и обязанностях личности и государства. В силу этого государство вправе в пределах своей дискреции определять условия приобретения и прекращения гражданства, включая случаи, когда поведение лица свидетельствует о несоблюдении базовой обязанности лояльности. При этом часть 2 статьи 23 Конституции Кыргызской Республики допускает возможность ограничения прав и свобод законом с целях защиты национальной безопасности, общественного порядка и иных конституционно значимых ценностей. Оспариваемая норма направлена именно на достижение указанных целей, поскольку участие гражданина в деятельности связано с интересом иностранного государства или подрывающее безопасность Кыргызской Республики, создает реальную угрозу суверенитету и конституционному строю. Устранение такого конфликта и лояльность посредством иных мер, включая меры уголовного правового характера, не обеспечивает достижение той же цели, поскольку не затрагивает саму основу правовой связи лица с государством. Дифференциация правового регулирования в зависимости от способа приобретения гражданства основана на объективных и разумных критериях и не носит дискриминационного характера. Лица, приобретающие гражданство, вступают в гражданство Кыргызской Республики на добровольной основе, принимая на себя повышенные обязательства по соблюдению конституционного строя и проявления лояльности государства. В этой связи установление для данной категории лиц специальных оснований прекращения гражданства, связанных с совершением действий, несовместимых с указанным обстоятельством, является правомерным и соответствует принципу справедливого и обоснованного различия в правовом регулировании. У вас все, да? Да. Трек Алмазбекович, у вас есть вопрос? Нет вопросов. Не имеется. Не имеется. Уважаемые судьи, есть вопрос? Присаживайтесь.